Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Юкшара. Сегодня в программе «Скорбная дата». Армяне Абхазии почтили память жертв геноцида 1915 года. Против авторов истории Абхазии в Сухумском городском суде начался процесс по иску Лакирбая. Подвели итоги первого этапа борьбы с клопами. Заседание совместной Абхазо-российской комиссии. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о премьер-министре Республики Абхазия. Согласно указу, Беслан Барцец освобожден от должности премьер-министра Республики Абхазия в связи с переходом на другую работу. Тем же указом премьер-министром назначен Геннадий Гагуля. Президент поручил Кабинету министров продолжить исполнение своих полномочий до формирования нового состава Кабинета министров. Премьер-министру Республики Абхазия, согласно указу президента, поручено представить в установленном законом порядке предложения по структуре и персональному составу Кабинета министров. Скорбную дату отмечают сегодня армяне всего мира. 103 года назад, 24 апреля 1915 года, в Османской империи произошли трагические события, унесшие жизни более миллиона армян. Жертв геноцида вспоминали сегодня и в Абхазии. Учащиеся Сухумской армянской средней школы номер 9 провели линейку, на которой рассказывали об истории геноцида армян и читали стихи. На стенах висели фотографии, рассказывающие о геноциде армянского народа. Люди зажигали свечи в память о погибших. Затем школьники направились к морю и опустили на воду цветы в знак памяти жертв геноцида. Поминальная служба прошла сегодня в храме в Гагре. В пустыне Терзора, в Муше, в Ване и в Карсе гибнут потомки великих царей. Режут, сжигают османы, кричат: нет вам пощады, армяне. За что, мать, убиваешь отца? О, Господи, нет в этой боли конца. Сколько ты гнетешь осман-армянский народ. Не помнишь начала, не знаешь конца. Сегодня день такой, Цицернакаберт украшен цветами. Сегодня все армяне мира, все с нами. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования армянскому народу в связи с трагическими событиями начала 20 века. Абхазам, испытавшим трагедию махаджирства, понятна и близка боль армянского народа. Десятки тысяч армян, потерявших кровь, нашли убежище на территории Абхазии. Уже в новейшей истории, наряду с другими народами, проживающими в Абхазии, армяне отстаивали свободу Республики Абхазия от грузинского агрессора, отметил в частности президент. Рауль Хаджимба выразил уверенность, что братские отношения между нашими народами и впредь будут только крепнуть. Помня прошлые трагические страницы истории, мы обязаны не допускать их повторения в будущем, подчеркнул президент. К 1914 году во всем мире проживало более 4 миллионов армян. Из них больше 2 миллионов на территории Османской империи, около 2 миллионов в России, 100 тысяч в Персии и 200 тысяч в других странах мира. В 1915-1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около 1,5 миллиона армян. Сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2500 сел. Около 1 миллиона человек бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию. Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный совет церквей. Сегодня в Сухумском городском суде под председательством судьи Беллы Хасая началось рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению Леонида Лакирбая о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками по гражданскому делу являются авторы учебника «История Абхазии с древнейших времен до наших дней», ученые Олег Бгажба, Станислав Лакоба и Министерство образования и науки Республики Абхазия. В начале заседания судья Белла Хасая зачитала иск и предложила присутствующим заключить мировое соглашение. Истец Леонид Лакирбай отметил, что мировое соглашение возможно лишь с условием, что из книги будут удалены фразы, порочащие, по его мнению, его честь и достоинство. Свою честь сторона ответчиков заявила, что с иском не согласна и не видит предмета данного обсуждения. У сторон была возможность задать друг другу вопросы. Сторона истца попросила представителя Министерства образования и науки Республики, как заказчика учебника «История Абхазии», представить
представить отчет проверки издания на предмет подлинности и достоверности опубликованной информации, которым они руководствовались при переиздании учебного пособия. Представитель Министерства образования выразил готовность предоставить документы на следующем заседании суда, которое состоится в пятницу. Первый этап борьбы с распространением мраморного клопа в республике завершен. Сегодня в Сухуме состоялось совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом, на котором были подведены промежуточные итоги проведенной работы и обсуждены организационные вопросы начала следующего этапа. В совещании приняли участие вице-премьер Абхазии Роман Шоуа, замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, руководители министерств сельского хозяйства Абхазии и России, главы районных администраций республики. Смотрите репортажи Ирины Аршба. Вопрос борьбы с мраморным клопом – это вопрос номер один на сегодняшний день в нашей стране, отметил, открывая совещание, министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба. Благодаря помощи российских коллег удалось собрать немалое количество мраморного клопа, но есть много проблем, решение которых зависит только от руководства страны. Важность проводимой работы и того внимания наших коллег из Российской Федерации помощи, и той работы, которую мы внутри себя проводим, подтверждает, что это на самом деле проблема серьезнейшая. Это напрямую связано с экономикой нашей страны. За этот короткий период времени, месяц, с какими проблемами мы столкнулись касательно финансовой стороны. Мы ставим такие вопросы перед Кабинетом министров, перед президентом нашей страны. Мы бюджет свой уже, исходя из ваших потребностей, формируем. Дополнительно будем изыскивать эти возможности. Благодаря механическому сбору мраморного клопа предотвращен ущерб на 6 миллиардов рублей. По данным специалистов, обследовано 25 тысяч домовладений и собрано более 4 тонн вредителя. Больше всего собрано в Галском районе – 2,5 тонны, в Гагарском – около тонны. На третьем месте – Ачимчирский район – более 600 килограммов. По оценке специалистов, во всех районах Абхазии механический сбор проведен на 40–50%. Результат хороший, но могло быть и лучше, отмечалось на совещании. Проблема, которую принес этот мраморный клоп, может привести к тому, что продукции сельхозназначения в Республике Абхазии просто не будет. И это, наверное, самая большая проблема. Отсюда занятость, отсюда доходная часть, отсюда, собственно говоря, уклад жизни республики. Давайте еще раз оценим, все ли мы сделали, и давайте поймем, где, в каких районах нам теперь придется с повышенным вниманием мониторить и выполнять, а может кратно повторять мероприятия с применением химии. Первый этап работ по механической сборке насекомых завершен. Сейчас необходимо подготовиться ко второму этапу – химической обработке растений и установке феромоновых ловушек. В Абхазию из России будет завезено 162 тонны химических препаратов на сумму 300 миллионов рублей. 200 миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства Российской Федерации на приобретение специализированной техники. При необходимости на время проведения работ дополнительная техника будет завезена из Краснодарского края. Словом, стратегический партнер Абхазии готов оказать нашей республике всемирную помощь. В то же время и абхазская сторона должна по максимуму мобилизовать все силы и выполнить взятые обязательства, отмечалось на совещании. Помимо мраморного клопа в республике есть много других вредителей, а также карантинных растений и сорняков, в борьбе с которыми специалисты Минсельхоза России также готовы оказать содействие. Вы для нас стратегические партнеры, мы с вами как бы в рамках одного экономического пространства, и нам совершенно не безразлично, какая себестоимость у вас здесь. И если вы сегодня механический или физический труд не оцениваете, то он самый дорогой. То есть поручение организовать масштабную работу, и чтобы все садоводы Абхазии в этом году изучили лучший опыт. И последующие сады интенсивной технологии закладывались исключительно по мировым технологиям и стандартам. Тогда нам не будет страшен ни ожог, ни градобой. Тогда мы будем получать мировые, и мы будем конкурентны не только на российском рынке, но и на всех остальных вокруг нас.
И мы готовы здесь оказать практическую помощь. Возвращаясь к теме борьбы с мраморным клопом, Джамбулат Хатуов отметил, что в ближайшее время абхазской стороной должны быть предоставлены карты обрабатываемых территорий, схемы употребления удобрений и методы обработки. До 10 мая необходимо провести обработку фундука и плодовых культур. С 1 по 20 июля – обработку цитрусовых и хурмы. С 1 по 20 сентября – их повторную обработку. А с 1 октября надо вновь собирать насекомых в местах их зимовки. Следующее заседание совместного абхазо-российского штаба по координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом состоится через месяц. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Делегация Министерства экономики Абхазии во главе с министром Адгуром Ардзинба приняла участие в 4-м Ялтинском международном экономическом форуме. О встречах на полях форума в репортаже Сарии Смар. Ялтинский международный экономический форум ежегодно собирает представителей самых различных организаций в области экономики из многих стран. В этом году основной темой форума стало «Будущее мира, будущее России». Для Министерства экономики Абхазии участие в столь масштабном мероприятии – возможность заявить о себе как о независимом государстве. Поездка состоялась в рамках сотрудничества между ведомствами двух государств. Министр экономики Адгур Ардзинба отметил, что за все это время было подписано несколько важных проектов. Нам есть о чем говорить. Это взаимная торговля, это морское сообщение, поставка строительных материалов на крымскую территорию. Как известно, там проходят очень, объемные, масштабные строительные работы. Потом мы говорили о том, чтобы рассматривать и Крым, и Республику Абхазия, и вообще все курорты Черноморского побережья как единый кластер. В рамках поездки на Международный Ялтинский форум делегация Министерства экономики Абхазии встретилась с представителями Сирийской республики. По словам Адгура Ардзинба, встреча была достаточно продуктивная. Было оговорено несколько проектов, которые представители Абхазии планируют осуществить в ближайшее время. В том числе были обсуждены вопросы, касающиеся организации постоянных выставок абхазской и сирийской продукции. Говорили о том, что уже сделано, говорили о том, что надо еще сделать. У нас есть достаточно много интересных направлений, по которым мы можем взаимодействовать. Это и поставка товаров отсюда туда и оттуда, естественно, обратно сюда. Это и поставка, в перспективе может быть и поставка горюче-смазочных материалов. Как известно, Сирия – нефтедобывающее государство. Представители Министерства экономики и внешней торговли Сирии пригласили Абхазию на предстоящую Дамасскую международную ярмарку. В свою очередь, присутствовавший на встрече министр иностранных дел Абхазии Дауркови пригласил представителей Сирии в нашу страну принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных десятилетию международного признания независимости Республики Абхазия и 25-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Сария Смар, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. На очередном заседании Сухумского городского собрания депутаты обсудили несколько вопросов, в частности, об установлении мемориальной доски для увековечивания памяти абхазского поэта Киршала Чичхалия, о тарифах за проезд на городском транспорте. Подробности в репортаже Ирены Джопуа. Первый вопрос повестки дня об установлении мемориальной доски в память о поэте Киршале Чичхале на фасаде дома номер 3 по улице Иналыпа, в котором жил поэт. Решение было принято депутатами единогласно. Далее депутаты обсудили вопрос о повышении тарифа за проезд столичных маршрутных такси. Письмо с просьбой повысить тариф на 5 рублей было направлено муниципальным управлением общественного транспорта на имя главы администрации Сухума и передано в городское собрание, в чьей компетенции находятся подобные решения. По словам директора Сухумского автобусного парка Леонида Шулумба, речь идет о подъеме цен исключительно за проезд на микроавтобусах, которые хоть и привязаны к автобусному парку, тем не менее являются частным транспортом. Цена за проезд на автобусах и троллейбусах не изменится, так как этот вид транспорта дотационный и финансируется из городского бюджета. Я думаю, увеличение платы за проезд до 5 рублей это не составит большой такой серьезной проблемы, учитывая, что сегодня проезд стоит 15 рублей. Для социально незащищенных слоев населения изменений не будет в автобусах и троллейбусах, то есть по проезду. Это остается без изменений, ввиду того, что они дотационные.
виды транспорта. Часть депутатов отметили, что понимают водителей маршрутных такси, но не могут не учитывать и платежеспособность жителей города, которые пользуются этим видом транспорта. Некоторые депутаты поддержали транспортников, отметив, что повышение цены не столь высокое, а у людей есть альтернатива – автобусы и троллейбусы. Поскольку мнения депутатов разошлись, было решено создать рабочую группу из 3 человек, которая тщательно изучит вопрос и представит свои выводы на одном из следующих заседаний собрания. Надо изыскивать какие-то другие методы, я не знаю, датировать дотационно. И исходя из этого, чтобы сегодня не выносить решение, не оттолкнуть его от себя, что будет желательно, чтобы вы занимаетесь или мы, давайте сделаем 3-4 человека, вот как ты предложил, да, Александр Ильич, давайте с нами поработайте более четче, соберите коллектив. Следующий вопрос повестки – проблема, поднятая Фондом защиты животных «Надежда» об отстреле бездомных животных. Представители фонда обратились к депутатам поддержать их инициативу – заменить усыпление бездомных животных на их стерилизацию. Зоозащитники убеждены, что перенаправив средства из бюджета города, можно эффективно и гуманно решить проблему популяции бездомных животных. Нецелесообразно выделять бюджетные деньги на отстрел бездомных животных, потому что это не решает проблемы. Поэтому нам очень нужна ваша поддержка. Мы даже хотим принятия совместного решения, то есть хотим взаимодействовать со спецавтохозяйством, с администрацией города. Попробуем программу отлова, стерилизации, поиска хозяев этим бездомным животным, либо же отпуск в среду обитания. Со своей стороны заместитель начальника спецавтохозяйства Алхаз Кагония пояснил, что их организация проводит усыпление бездомных животных только по жалобам жителей. По заявкам посылаем туда бригаду по отстрелу. Порядка 50 тысяч обходится содержание вместе с налогами. Люди, некоторые против, некоторые за, но мы с самодеятельностью не занимаемся. Когда кто-то позвонил, решаем эту проблему. Как подчеркнул заместитель главы администрации Леон Кварча, городские власти готовы обсудить предложения зоозащитников и предложил им подготовить проект и совместно выработать стратегию решения проблемы. Я вам предлагаю изложить это в виде вашего проекта, в виде вашего видения конкретного, то есть алгоритм весь, да, как мы это будем делать, какие стороны должны быть в этом процессе задействованы, какие для этого требуются средства и какую поддержку конкретную вы от нас хотите. Далее, затем в рамках администрации этот вопрос будет рассматриваться. Городское собрание также разрешило строительство православного храма в новом районе столицы, дав согласие на перевод земли из одной категории в другую. Ирена Джопо, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Ректор АГУ Олег Угварами и председатель Ассоциации китайцев в Абхазии Гэ Чжи-Ли подписали протокол о намерениях между Абхазским государственным университетом и Ассоциацией китайцев в Абхазии. Намерения обеих сторон – это налаживание взаимовыгодных научных связей, реализация совместных научных проектов и программ, обмен преподавателями и студентами, а также создание совместного информационно-культурного центра и Центра развития традиционной китайской медицины в АГУ. Родилась идея создать при Абхазском университете центр этой ассоциации, который будет заниматься вопросами обучения китайцев русскому, а может быть и абхазскому языку. И наших ребят приглашать в Пекин для обучения. Для этого, конечно, нужны средства. И мы вместе будем изыскивать эти средства для создания материальной базы. Более того, вот всемирно известная китайская медицина. Вот нам привезут, и уже часть привезли, литературы по китайской медицине. А потом пришлют людей, которые будут лечить наших людей методами китайской медицины. Ну, постепенно вот этот протокол о намерениях, который мы сегодня подписываем, будет обогащаться конкретным содержанием. 4000 человек посетили акцию «Библионочь» в Национальной библиотеке имени Папаскир. За один день акции 800 человек стали читателями библиотеки «Библионочь». «Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, который впервые инициировали в России в 2012 году. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. В Национальной библиотеке акция проводится уже во 2-й раз.
Попасть в мир сказок и лично познакомиться со всеми героями Тридесятого царства в этот вечер стало возможным для каждого посетителя библиотеки. Зал, где выступал детский театр из поселка Цандрыпш, был переполнен. Ребята наблюдали за представлением, сидя в мягких креслах. А детвора, что помладше, с задором вторила сказочным персонажам и даже старалась им подпевать. Юные артисты показали несколько сказок, в том числе «Теремок», а потом исполнили песни. За представлением с большим интересом наблюдали и взрослые. Мы давно дружим с библиотекой. Мы уже 3-й год будем принимать участие в фестивалях, которые организовывает библиотека. Прогулки по набережной. Вот «Библия. Ночь», поэтому всегда с радостью принимаем приглашение поучаствовать во всех мероприятиях Национальной библиотеки. Весело было и в зале с аниматорами. Сказочные герои рассказывали детям истории, загадывали им загадки, показывали фокусы и давали различные задания. Сквозь топот детских ножек и радостные возгласы иногда даже трудно было расслышать очередное задание. Немало людей было и в другом зале. Здесь ребята из школы села Дзюбжа показали спектакль «Легенда о Данко» по мотивам произведения Максима Горького. Вообще театральный кружок Адюбжинской школы часто приглашают на различные мероприятия. Дети очень ответственно относятся к выступлению. Дальше больше. На 3-м этаже здания ночных посетителей библиотеки ждали 7 новелл Михаила Лакарба. В другом помещении можно было окунуться в мир поэзии. Стихи абхазских поэтов-юбиляров и юных поэтов читали студенты АГУ. Актеры Тхорчалского театра также показали представление. Все очень нравится, много всего интересного для молодежи, и не только для молодежи. Вообще хочется, чтобы часто проводились такие акции. Любители рока и джаза собрались в одном из залов библиотеки. «Гитары. Звонкая струя» – так назывался концерт, организованный в этот вечер для них. Среди ребят были и те, кто всему этому веселью предпочел книгу. Юный Вячеслав Цукба на таком мероприятии впервые. Удивляется всему, что происходило вокруг, но признается, лучше книг для него нет ничего. Мне очень все понравилось про книгу, потому что это самая хорошая вещь. Правда, некоторые дети вообще не имеют ничего. Надо их жалеть. Можно дать им книгу, они прочитать могут. Если будешь читать много лет книгу, когда мозг будет наполняться. Литературный конкурс, выступление ансамбля «Гунда» – все это посетители библиотеки не оставили без внимания. Сотрудники учреждения в национальной одежде встречали своих гостей, помогали им сориентироваться и найти нужный зал. Они тщательно готовились к мероприятию. Главное – привлечь юного читателя. Библиотека на сегодняшний день, помимо того, что это читальня, это еще и как досуговый культурный центр. Девизом в этом году «Библия. Ночи» стала «Здесь всех вас ждет интрига, раскрыть талант поможет книга». Акция «Библия. Ночь» завершилась красочным световым шоу. Далеко за полночь уставшие, но счастливые посетители библиотеки разошлись по домам. А главный итог – за один день абонентами Национальной библиотеки стали более 800 человек. И это не предел. Зария Смыр, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение. В Международном сообществе писательских союзов в Москве состоялась презентация сборника стихов современных абхазских поэтов «Сухумская крепость». Сборник издан при финансовой поддержке Международного сообщества союзов писателей. В книге опубликованы произведения 19 абхазских авторов и их автобиографии. В презентации сборника «Сухумская крепость» в Москве приняли участие российские поэты, прозаики, ученые, представители посольства Абхазии в России, московской абхазской диаспоры, абхазского студенчества, а также абхазские поэты Терентий Чаня и Игорь Хварцкий. Они отмечают, что участники презентации выражали неподдельный интерес к творчеству абхазских поэтов. Нас очень обрадовало, знаете, когда они собрались в конференц-зале старейшего здания писателей России. Мы очень обрадовались, потому что
они все собравшиеся хотели выступить, сказать хотя бы 2-3 слова об абхазской поэзии, об абхазских поэтах. Но такой возможности не было. Мы окрыленные приехали. Я могу сказать, что даже превзошли все наши ожидания. Такая встреча была. Не только писатели и поэты там собрались, я имею в виду с российской стороны. Я заметил, там отметил из научного сообщества философы были, историки и вообще общественные деятели. Немало таких людей тоже было. И такой неподдельный интерес к нашей культуре. Советник посла Республики Абхазия в Российской Федерации Татьяна Гуля вручила почетные грамоты Министерства культуры и историко-культурного наследия Абхазии группе писателей. Со своей стороны президент Академии русской словесности Григорий Осипов вручил почетные дипломы Академии группе абхазских поэтов и прозаиков за вклад в развитие дружеских связей между Россией и Абхазией. Очень в доброжелательной атмосфере прошла наша беседа. И отрадно тем, что для нас это было неожиданностью. И вот нам было предложено, опять-таки с их инициативой, что такого рода сборник в 2 раза больше они нам издадут рассказы, абхазские рассказы, сборник абхазских рассказов. Теперь, значит, слово за писателями. Участники презентации отмечали, что издание такого рода сборника после антологии абхазской поэзии, вышедшей в 1958 году в Москве, это первая ласточка в истории абхазской поэзии 21 века. Сухумский водоканал сообщает, что 25 апреля с 0 часов до 20 часов в связи с работами на водоводе Д-500ММ будет прекращена подача питьевой воды в Старом поселке, в районе вокзала, центральном и Нагорном частях города, лицее-интернате и в районе Вием. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью 8-13, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.